Ассаламу алейкум, друзья! Вы на канале Чечен Синдром. Сегодня хотелось бы вспомнить про одно дорожно-транспортное происшествие. Это случилось 13 апреля в 1970 году. На тот момент в Чечено-Ингушетии был весенний солнечный день. Ничего не предвещало беды. Хотя, нет, все-таки предвещало. Рейсовый автобус Гудермес-Алирой со стороны гор плавно пересек окраину поселка Новогрозный и оказался в жилом массиве, в салоне пазика. Среди пассажиров сидел небезызвестный всем Шамсуддин, к которому люди относились по-разному. С виду это был человек, лишенный здравого ума. Таких обычно называют юродивыми. Он был известен тем, что ходил по людным местам и предсказывал грядущие события. Иные говорили, что он связан с джиннами. Шамсуддин явно был не в духе. На первой же остановке в черте поселка автобус остановился. Кто-то вышел, кто-то вошел. В последний момент блаженный вскочил с места и ринулся к двери. В салон вошел Малик Алмафт, ангел смерти. «Всем лучше выходить», — громогласно заявил он. К чудачествам Шамсуддина относились по-разному. А тут такая неординарная ситуация. Автобус должны были покинуть пассажиры со слабыми нервами. Таких практически не оказалось. Вслед за Шамсуддином в последний момент выскочила одна женщина. И новенький пазик покатил дальше, имея в своем чреве 28 пассажиров. 29-м был водитель Иса Селимханов, опытный специалист своего дела, честный труженик, передовик производства. Для него это был обычный рейс. В его родном гудермесском АТП начальство всегда знало, Иса выручку отдаст до единой копейки, потому и план стабильно выполнял изо дня в день. Автобус прибавил ход. Следующая остановка — на трассе Ростов-Баку. Иса не знал, что он несется навстречу своей смерти, а остановка на трассе станет последней в его жизни. Водитель то и дело нажимал на тормоз, но в один из моментов педаль провалилась. Он еще раз нажал и почувствовал, как по телу пробежала предательская дрожь. Отказали тормоза. Надеясь на невероятное везение, водитель вновь и вновь давил ступней на педаль. Она же каждый раз фиксировала отсутствие гидравлической напряженности в тормозной системе. В какое-то время Иса тщательно скрывал от пассажиров техническую неисправность. Конечно, надеялся и на помощь Всевышнего, но сегодня в точности не определишь, какие технические возможности транспорта водитель использовал, сообразуясь с правилами техники безопасности. Но безошибочно можно сказать одно: это был профессиональный водитель самой высокой квалификации и мужественный, надежный человек. Он мог свернуть автобус вправо или влево и врезаться в чужой двор. Но центральная улица Новогрозного, как всегда, была запружена людьми. Кто-то стоял у своих ворот, кто-то во дворе. Ясный, солнечный день вытащил на улицу и детишек. Словом, вариант вправо-влево оказался неприемлемым. И тогда Иса открыл двери. Отказали тормоза. Автобус неуправляем. Кто желает, может спрыгнуть. Донесся голос водителя до каждого из сидящих в салоне. Началась паника, но на ходу никто рисковать не стал. Вот уже трасса, за которой все дальше и дальше по наклонной виднеются колхозные поля. Иса свое спасение видел на этой пахоте. Но еще нужно было благополучно пересечь автотрассу. Впереди была остановка. Слева на траве отдыхали люди. Справа несколько человек стояли в ожидании автобуса. Его автобуса оставался единственный спасительный буфер, который мог прервать дальнейшее продвижение транспорта. Ничего и никого не задев, автобус в один миг проскочил автомагистраль и, оказавшись на другой стороне, с грохотом врезался в навес. Ни один пассажир сильно не пострадал при столкновении автобуса с каменным сооружением. Все 28 человек благополучно вернулись в свои семьи. 29-м в этом автобусе был водитель Иса Селимханов. Он все сделал, чтобы уберечь людей от чудовищной катастрофы. В последний момент он рассчитал таким образом, чтобы автобус не перевернулся, и бензобаки оказались вне контакта с препятствием. Ничего другого не оставалось,
Основный удар водитель принял на себя. Так трагически оборвалась жизнь замечательного человека, Исы Селимханова, чье имя осталось в светлой памяти благодарных потомков. И уж точно, его помнили и будут помнить пассажиры того злополучного автобуса, для которых день 13 апреля 1970 года не стал последним в их жизни. Друзья, от себя хотелось бы сказать: да помилует Аллах Иису, и да воздастся ему благом за его поступок. Ну а на этом все. С вами был Chechen Syndrome. Всем мира и добра и до новых встреч.